أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. معروف يسدى للعالي، أو رفق أو لين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، أو طاعة أم في تقوى. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Я приветствую вас в новой передаче из цикла передач, в которых мы рассказываем об исламской этике. Это встреча с исламскими этикетами. По милости Аллаха, вы узнаете в нашей передаче путь, по которому шел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Как есть так же, как ел он. Как пить так же, как пил он, да благословит его Аллах и приветствует. Как он отходил ко сну. Что делал, когда просыпался. Как продавал. Как покупал. Как совершал намаз. Как относился к детям. Как относился к соседям. Все это вы узнаете в передаче «Исламские этикеты», которую мы представляем вам сегодня. И мы сегодня, дорогие телезрители, если пожелает Аллах, поговорим об этикете питья. В прошлой передаче мы говорили об этикетах еды. И после передачи к нам поступило много звонков от братьев с просьбой вкратце повторить эти этикеты, чтобы все это можно было записать. Дорогие братья, я быстро пройдусь по прошлой теме, а вы сможете записать это, если пожелает Аллах, с экранов ваших телевизоров. Этикетов еды 12. Этикет первый. Сказать во имя Аллаха в начале еды. Этикет второй. Если забыл сказать в начале еды во имя Аллаха, то нужно сказать во имя Аллаха в начале и в конце еды. Третий. Есть правой рукой. Этикет четвертый. Есть из того, что перед тобой. Этикет пятый. Есть с краев блюда. Этикет шестой. Не есть, облокотившись. Этикет седьмой. Не критиковать еду. Этикет восьмой. Не есть досыта. Девятый этикет. Не дуть на еду и питье. Десятый этикет. Не оставлять крошки недоеденными. 11-й этикет. Не есть то, что обычно бывает кусочками по два, если кушаешь с кем-то. Но с разрешения сотрапезников можно. 12-й и последний этикет – это сказать «Хвала Аллаху» после еды. Вот они, эти этикеты, дорогие телезрители. Они будут показаны вам сейчас на экране с позволения Аллаха. И если кто-то не успел их записать, можно сделать это сейчас. И знаете, что тот, кто обучился этим этикетам, обучился этикетам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые дошли до нас через подвижников, да будет доволен ими Аллах, и которые являются частью огромной и прекрасной сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы ограничиваемся в нашей передаче только тем, что достоверно из жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы те, кто любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и скучает по нему, могли подражать ему в его поступках. Он дороже мне моего отца и моей матери, да благословит его Аллах и приветствует. В сегодняшней нашей передаче, дорогие телезрители, мы расскажем об этикетах питья. Первый же из этих этикетов – это сказать во имя Аллаха в начале питья. С самого начала, когда берете кружку, чтобы выпить воды, нужно сказать во имя Аллаха и выпить. Доказательством этого является хадис, который передают имамы Аль-Бухари и Муслим от Умара ибн Аби Саляма, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Будучи маленьким, я сидел на коленках у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а моя рука летала по тарелкам. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: „О, мальчик, скажи во имя Аллаха, ешь правой рукой и ешь из того, что перед тобой. О, мальчик, скажи во имя Аллаха, ешь правой рукой и ешь из того, что перед тобой». Ученые говорят, что упоминание Аллаха здесь относится как к еде, так и к питью. Поэтому мусульманин не должен забывать упоминать Аллаха, когда пьет.
Это и есть первый этикет, то есть когда человек пьет, что нужно сделать? Нужно сказать во имя Аллаха и выпить. В дальнейшем мы узнаем, как пил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Перейдем, дорогие телезрители, ко второму этикету, а это пить сидя. Пить сидя. В действительности, на эту тему имеется только два достоверных хадиса. Прошу вас, дорогие братья, обратить на это внимание. Первый хадис передает имам Муслим в своем достоверном сборнике от Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пить стоя». Это запрет. Запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пить стоя. Другой же хадис передается в двух достоверных сборниках от Ибн Аббаса, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выпил воду Замзам стоя. Значит, у нас два хадиса, внешне противоречащие друг другу. Хадис в достоверном сборнике имама Муслима от Абу Саида Аль-Худри и другой хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выпил воду Замзам стоя. И он тоже в двух достоверных сборниках. Ученые, объединив эти два хадиса, сказали: желательно пить сидя, а по нужде можно выпить стоя. То есть нежелательно пить стоя без нужды. Так какая же здесь нужда? Ученые сказали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выпил стоя, потому что вокруг источника Замзам было столпотворение. Это было в прощальном хадже пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И если бы он выпил сидя, то пострадал бы от этой толпы. Да благословит его Аллах и приветствует. В таком случае нежелательно пить стоя без причины, а если есть причина, то можно. Перейдем к третьему этикету, и это пить правой рукой. Пить правой рукой. Доказательством этому является хадис, который передает имам Абу Дауд с хорошей цепочкой передатчиков от Хариса ибн Вахб бин Аль-Хузейна, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Мне рассказывала Хафса, жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пользовался правой рукой в еде, питье и одежде, а в остальном он пользовался левой рукой». Повторим хадис. Рассказывает Хафса, жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пользовался правой рукой в еде, питье и одежде, а в остальном пользовался левой рукой. Что же означает «пользовался правой рукой в еде»? Это означает, что он ел правой рукой, да благословит его Аллах и приветствует. Что означает правая рука в питье? Означает то, что он пил правой рукой, да благословит его Аллах и приветствует. Пользовался правой рукой в еде, питье и одежде. Что же значит в одежде? Значит то, что он, одеваясь, начинал вдевать правую руку в правый рукав, а в остальном пользовался левой рукой. Это означает, что, снимая одежду, он начинал снимать с левой руки. Аллах велик. Посмотрите на тонкую, высшую этику пророка. И человек наслаждается, когда одевается так же, как одевался любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И когда снимает одежду так же, как снимал ее любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Почему же? Потому что у поклонения с любовью особый вкус. У поклонения с любовью особый вкус. Знаете же, дорогие братья, что у веры есть вкус. Некоторые же думают, что вера — это только обряды. У веры есть вкус. И доказательством на то, что у веры есть вкус, который можно даже ощутить, есть хадис, который передал имам Муслим в своем достоверном сборнике от Ибн Аббаса, в котором говорится: посланник Аллаха сказал: ощутит вкус веры тот, кто был доволен Аллахом как Господом, был доволен исламом как религией и был доволен Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, как посланником. То есть, что же сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Ощутит вкус веры. Из этого хадиса можно понять, что у веры есть вкус и что его можно ощутить. Однако, это влечет нас к другому вопросу. Каков же вкус веры?
В этом мире существует 4 разных вкуса. Вкусный, горький, соленый, сладкий. Так какой же вкус веры? Давайте же узнаем, какой же вкус у веры, с доказательством на это от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Приводится в обоих достоверных сборниках, что пророк сказал: 3 вещи. Тот, в ком они были, почувствует горечь веры? Нет. Почувствует соленость веры? Нет. Почувствует что? Почувствует сладость веры. Чтобы были для него Аллах и его посланник любимее всего, чтобы он полюбил человека только ради Аллаха, и чтобы ненавидел возвращение в неверие после того, как Аллах спас его от этого так же, как ненавидит быть брошенным в огонь. То есть в этом хадисе говорится: почувствует сладость веры. Этот вкус – сладость. Вы можете ощутить тогда, когда выполняете какое-то из поклонений: молитва, пост, выстаивание ночи, укрепление родственных уз, выполнение какой-либо работы, стремясь только к лику Аллаха. Когда в этих делах бывает искренность, тогда и ощущается эта сладость. Так давайте же вместе попробуем ощутить сладость веры, следуя за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Этикет 3. Пить правой рукой. Берем стакан правой рукой. Если вы сделали намерение подражать этому пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то это питье станет повиновением и поклонением. Аллах велик. Какое же на это доказательство? Доказательством этого является хадис, который передали имамы Аль-Бухари и Муслим, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине, поступки по намерению, и поистине каждому будет воздаяние по его намерению. Сделав намерение подражать пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вы и получите награду, которая будет записана на весах хороших поступков, и Аллах не причиняет несправедливости никому. 4-й этикет – не дышать в сосуд. То есть, когда вы хотите выпить, и вам нужно выдохнуть, то выдыхайте в сторону от сосуда. Затем пьете снова, и так, не дыша в сосуд. И вам нужно обучать ваших детей этому этикету пророка – пить, не дыша в сосуд. Некоторые врачи говорят, что это может быть из-за микробов. Это не должно нас беспокоить. Однако то, в чем мы убеждены и во что мы верим, это то, что любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелевает или запрещает только то, в чем есть для нас польза в этом мире и в последующей жизни. Да благословит тебя Аллах и приветствует, о посланник Аллаха. Какое же доказательство на то, что нежелательно дышать в сосуд? Доказательством является хадис, который приводится в обоих достоверных сборниках от Абу Катада, что он сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда кто-нибудь из вас будет пить, то пусть не дышит в сосуд. Слушаемся и повинуемся, о посланник Аллаха. Мы никогда не будем с сегодняшнего дня дышать в сосуд. Когда кто-нибудь из вас будет пить, то пусть не дышит в сосуд. 5-й этикет, дорогие братья: пить по глотку или по 2 или по 3. По глотку, по 2 или по 3. То есть, когда пьете, говорите во имя Аллаха, затем пьете. Затем говорите во имя Аллаха и пьете. И когда вы отдаляете сосуд, то говорите хвала Аллаху. Затем говорите во имя Аллаха и пьете. Какое же доказательство на это? Доказательством этому служит хадис, который приводится в обоих достоверных сборниках от Сумамы ибн Абдуллы ибн Анаса ибн Малика. Обратите внимание, внук передает от своего деда, от Сумамы ибн Абдуллы ибн Анаса ибн Малика. А вы, наверное, знаете, что Анас ибн Малик прислуживал пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он жил еще очень долго после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из-за благословенной мольбы, которую сделал за него пророк. Когда пророк переселился в Медину, мать Анаса ибн Малика привела его к пророку, тогда, когда ему было 10 лет, и сказала: «О посланник Аллаха, все жены ансаров сделали тебе подарки». То есть каждая из жен сподвижников сделала ему подарок. А это мой сын Анас. Я дарю его тебе, чтобы он тебе служил. Когда Анас начал прислуживать пророку, да благословит его Аллах и приветствует, ему было 10 лет. А когда умер пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ему было 20. Итак, сколько же лет служил Анас пророку, да благословит его Аллах и приветствует? 10 лет.
В один из дней мать Анаса пришла к пророку и сказала: «О посланник Аллаха, это твой слуга Анас, помолись же за него». И сделал тогда пророк за него дуа, сказав: «О Аллах, благослови его жену, его имущество и его детей». Из-за бараката мольбы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он прожил долго. Ему было дано множество детей, что даже он говорил: «Вы похоронили 90 моих детей». И он также говорил: «У меня сады приносят плоды дважды в год». Это из-за бараката кого? Из-за бараката пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Итак, Сумама ибн Абдулла ибн Анас ибн Малик говорил: Анас дышал в сосуд дважды или трижды и утверждал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дышал в сосуд трижды. Пророк дышал в сосуд трижды. Анас дышал в сосуд дважды или трижды и утверждал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дышал в сосуд трижды. То есть под словом «дышать» имеется в виду не в сосуд, а пить на 3 вздоха. Этикет 6. Не дышать в сосуд. Собирая для вас научный материал на эту тему, я пожелал найти достоверный хадис, описывающий для нас, как пил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что любящий, стремящийся, желает знать все о своем любимом пророке, да благословит его Аллах и приветствует. И я попробовал. Призвал Аллаха, чтобы он помог мне найти хадис, описывающий подробно, как хотя бы однажды пил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И хвала Аллаху. Хвала Аллаху, я получил возможность найти достоверный хадис. Передает этот хадис имам Ат-Табарани, и Хафиз ибн Хаджар назвал этот хадис хорошим. От сподвижника, который постоянно и неотлучно находился с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, оставив торговлю и все мирское, ходил за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в поисках знаний. Поэтому он и знал больше всех хадисов. Он есть славный сподвижник Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. Передает имам Ат-Табарани в Аусате, и Хафиз ибн Хаджар в книге Фатхуль Бари называет хадис хорошим. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пил в 3 дыхания. Когда приближал сосуд к рту, говорил во имя Аллаха, и когда отдалял, говорил хвала Аллаху, делая это трижды. Повторим хадис еще раз. Говорит Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, который постоянно и неотлучно находился с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Оставив торговлю и все мирское, ходил за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в поисках знаний. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пил в 3 дыхания. Когда приближал сосуд к рту, говорил во имя Аллаха, а когда отдалял, говорил хвала Аллаху, делая это трижды. Итак, если вы хотите пить, то пейте так, как пил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Послушайте следующий хадис, чтобы узнать, что говорит медицина. Врачи говорят, что сильно жаждущему человеку лучше сначала выпить совсем немного, затем, выдохнув хотя бы раз, выпить чуть больше, затем, выдохнув опять, выпить, пока уже не напьется. Они говорят, что таким образом пьющий, во-первых, не будет пить много, во-вторых, он обезопасит себя от почечной болезни, и в-третьих, эта вода, протекая в теле, легче усваивается. Если от жажды сразу выпить много-много-много, во-первых, не насытившись, выпьешь чересчур много. Во-вторых, может постичь почечная болезнь. В-третьих, плохо повлияет на желудок. А теперь послушайте же этот хадис любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Он опишет вам, как пить и почему нужно пить в 3 дыхания. Передает имам Муслим в достоверном сборнике от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что он сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во время питья вдыхал 3 и говорил: поистине так сытнее, целебнее и приятнее. Сказал Анас, и я вдыхаю 3. То есть пьет на 3 вдоха. Давайте посмотрим. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во время питья вдыхал 3, то есть сделал 3 вдоха и говорил: поистине так сытнее, целебнее и приятнее. Сытнее, то есть быстрее насыщаешься, если выпить именно так. Но если же выпьешь одним разом, то быстро не насытишься. Сегодня говорят об этом врачи, но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, опередил их в этом. Целебнее, то есть менее подвержено болезням, не способствует болезням. Приятнее, то есть легко проходит по телу и всасывается. Да благословит тебя Аллах, о посланник Аллаха. Поистине, он не говорит по прихоти, это всего лишь откровение, которое внушается. 6-й этикет, дорогие телезрители, не дышать в сосуд. То есть, когда пьете, дышите в сторону, но не в сосуд. Доказательством этого является хороший, достоверный хадис от Абдуллы ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, который сказал: запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дышать в сосуд и дуть в него. Запретил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дышать в сосуд и дуть в него. Допустим, что содержимое сосуда будет горячим. Некоторые люди дуют на него, но это противоречит сунне. Нужно оставить его остыть или остудить его, переливая из одной чашки в другую. Иногда, когда попадает в сосуд соринка, некоторые люди пытаются сдуть ее, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил дуть в сосуд. Тогда спросил человек: о посланник Аллаха, что делать с соринкой, попавшей в сосуд? На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: слей ее. Слей ее. То есть не дуй. И мы глубоко убеждены, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит божественным откровением. Некоторые люди думают, что сунна — это не откровение. Братья мои, сунна — это откровение. Какое же на это доказательство? Давайте послушаем доказательства имама Аль-Бухари. Один из подвижников сказал Умару ибн Аль-Хаттабу: я бы хотел увидеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда к нему приходит откровение. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во время откровения истекал потом. Сказал Аллах: мы непременно не спошлем тебе тяжелые слова. Он сказал: пришел человек и спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о благовониях для того, кто находится в их храме. Помолчав немного, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал обливаться потом. Тогда позвал меня Умар ибн Аль-Хаттаб, сказав: иди сюда, иди сюда. Поднял край палатки и сказал: смотри. И тогда я увидел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обливающимся потом. Затем отлегло от него, и он спросил: где тот, который задавал вопрос? Тот ответил: вот я посланник Аллаха. Тогда и ответил ему пророк: сними с себя одежду, искупайся и делай то, что нужно делать в хаджи и в умре. Итак, пророк ответил ему только откровение. Значит, это сунна, дорогие братья, откровение. Некоторые люди говорят: вынося решение, сначала смотрят в книгу Аллаха. Если не нашли ответа, то в сунну его посланника, и этим самым ставят сунну на второй план. Сунна вместе с Кораном на одной ступени. Решение выносится Кораном и сунной вместе. А хадис Муаза ибн Джабаля: чем будешь выносить решение, о Муаз? Этот хадис слабый. Этикет 7, дорогие телезрители: не пить с горла бурдюка.
не пить с горла бурдюка. У нас бывает сосуд и бурдюк. Вся посуда, такие как стакан, тарелка и так далее, называется сосудом. А бурдюк – это емкость из кожи, в которую заливают жидкость, затем завязывают его горлышко. Есть такое выражение «затяни горлышко бурдюка» и «покрой сосуд». Покрой сосуд. С посуды пьем как обычно, а что касается бурдюка, то нельзя пить с его горла. Потому что тогда, когда мы пьем, бурдюк может закрыться и выплеснуть воду в нос и причинить вред. Доказательством этому является хадис, который передает имам Аль-Бухари в своем достоверном сборнике от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, в котором он сказал: «Посланник Аллаха запретил пить с горла бурдюка и запрещать соседу вставлять деревяшку в его стену». Этот момент мы объясним в этикетах соседства, если будет угодно Аллаху. Но то, что по нашей теме, это то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил пить с горла бурдюка. Этикет 8, дорогие телезрители. Когда выпил, передать сосуд тому, кто справа. То есть вы попросили воду, и вам ее дали. Справа и слева от вас находятся люди, желающие выпить. Кому же отдать сосуд с водой? Необходимо отдать тому, кто справа. Представьте, что справа от вас маленький мальчик, а слева взрослый, авторитетный мужчина. Что же вы сделаете? Отдадите маленькому и оставите взрослого? Как вы считаете? Отдать взрослому? Отдайте тому, кто справа. Разве мы отдадим направо, даже если там будет маленький, и оставим того, кто слева, даже если там будет взрослый? Да. А какое же на это доказательство? Передают имамы Аль-Бухари и Муслим в своих достоверных сборниках от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что вы доили для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует домашнюю овцу, то есть домашнюю, которая питается дома, та, которая не пасется на лугу, как другие. Вы доили для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует домашнюю овцу в доме Анаса ибн Малика, и смешали это молоко с водой из колодца. То есть арабы смешивали иногда молоко с водой. Зачем? Иногда выдаянное молоко бывало теплым, и чтобы не оставлять, пока оно остынет, его смешивали с холодной водой и пили. А иногда просто разжижали ее с водой для питья. А если кто захотел продать молоко, то ни в коем случае нельзя было смешивать его с водой, потому что это обман. Сказал Анас: вы доили для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует домашнюю овцу в доме Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. Смешали это молоко с водой из колодца Анаса и отдали чашу с молоком посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он выпил с нее, и когда отвел чашу от рта, то есть закончил пить, слева от него был Абу Бакр, а справа бедуин. Тогда Умар, побоявшись, что он отдаст чашу бедуину, а не Абу Бакру, сказал: «О посланник Аллаха, о посланник Аллаха, отдай Абу Бакру, он возле тебя. О посланник Аллаха, отдай Абу Бакру, он возле тебя». Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отдал чашу бедуину и сказал тому, кто справа, и далее, кто за ним. В законе Аллаха нет угождения тому, кто справа, и далее, кто за ним. Абу Бакр. Если взвесить иман Абу Бакра в одной чаше весов и иман всей уммы в другой, то перевесит чаша Абу Бакра. Но однако, это сунна передать тому, кто справа. 9-й этикет, дорогие телезрители, не пить из золотых и серебряных сосудов. Привыкшие к роскоши пьют из золотых и серебряных сосудов. А этого делать нельзя, согласно хадису, который передается в обоих достоверных сборниках от Хузейфа, да будет доволен им Аллах, которым он сказал: «Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: не одевайте шелк и парчу, не пейте и не ешьте из посуды из золота и серебра, ибо это для них в этом мире, а для нас в мире том». Для них в этом мире, то есть для неверных в этом мире, а для нас в мире том, то есть в раю, если пожелает Аллах, а мы просим у него этого. Также приводится в достоверном сборнике имама Муслима, что пророк сказал: тот, кто пьет из сосудов, сделанных из золота или серебра, вливает в себе в живот адский огонь. 10-й этикет. Поящий пьет последний.
То есть, когда вы даете пить другим, то сами должны пить последним. Доказательством этого является хадис, который приводится в сборнике имама Муслима от Абу Катада, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поящий пьет последним». 11-й этикет – покрывать посуду, отходя ко сну. Покрывать посуду, отходя ко сну. То есть, когда вы идете спать, это нашим сестрам, то необходимо пойти на кухню, закрывайте все сосуды и не оставляйте открытой посуду, в которой есть еда или питье. Почему? Потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел это. Приводится в сборнике имама Аль-Бухари от Джабира ибн Абдуллы, да будет доволен ими обоими Аллах, хадис, в котором сказано: сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: покрывайте сосуды, связывайте бурдюки, закрывайте двери, заводите детей вечером, ибо джинны распространяются и быстро перемешиваются. Тушите свечи перед сном, потому что мышь может задеть свечи и сжечь живущих в доме. Говоря вкратце, смысл этого хадиса в том, чтобы покрывать посуду. Следующая же сунна, покрывая посуду, сказать во имя Аллаха. Доказательством этому является хадис, который приводится у имама Аль-Бухари от Джабира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда наступает ночь, то есть при закате солнца, заведите ваших детей, ибо шайтаны распространяются в это время, а когда пройдет час с вечера, то отпускайте их. Закрывайте двери, сказав во имя Аллаха. Тушите свечи, сказав во имя Аллаха. Затяните бурдюки, сказав во имя Аллаха. Прикрывайте сосуды, сказав во имя Аллаха, хотя бы поставив на нее палочку. То есть, если вы захотите покрыть сосуд и не нашли чем, то нужно поставить на нее палочку, сказав во имя Аллаха. А в чем же секрет? Вы знаете секрет? Благословите посланника Аллаха. Секрет в том, что есть в году одна ночь, в которой снисходит с неба болезнь. И если найдется непокрытая посуда, то болезнь попадет в нее. Да сбережет нас Аллах от этого. Извините меня, братья, этот вопрос сокровенный, и необходимо на него доказательство. Да, необходимо на это доказательство. Доказательством этого является хадис, который передает имам Муслим от Джабира ибн Абдуллы, да будет доволен им Аллах, в котором он сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: покрывайте сосуды, затягивайте бурдюки, ибо в году есть одна ночь, снисходит в ней эпидемиологическая болезнь, которая, если пройдет мимо непокрытой посуды или не затянутого бурдюка, то непременно попадет в нее из этой болезни». Повторим этот хадис еще раз. Передает имам Муслим от Джабира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: покрывайте сосуды, затягивайте бурдюки, ибо в году есть одна ночь, снисходит в ней эпидемиологическая болезнь, которая, если пройдет мимо непокрытой посуды или не затянутого бурдюка, то непременно попадет в нее из этой болезни. Завершим последний из этикетов, затем начнем принимать вопросы, если на то будет воля Аллаха. Последний из этикетов, дорогие телезрители, сказать хвала Аллаху в конце питья. То есть, когда вы пьете, вначале говорите во имя Аллаха, а в конце хвала Аллаху. Частое восхваление Аллаха после еды и питья превозносит вас на степень довольства, то есть Аллах доволен вами. Доказательством этого является хадис, который передает имам Муслим в своем достоверном сборнике, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине Аллах доволен рабом, который, поев, воздает хвалу Аллаху за это, и попив, воздает хвалу Аллаху. Поистине Аллах доволен рабом, который, поев, воздает хвалу Аллаху за это, и попив, воздает хвалу Аллаху. Я выбрал для вас хвалу, которая мне очень понравилась, когда я ее нашел. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал ее после еды. Это хадис,
который передает имам Абу Дауд с хорошей цепочкой передатчиков о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует после еды, говорил: «Хвала Аллаху, который накормил, напоил, сделал еду легко усваиваемую и сделал для нее выход». Давайте подумаем над этим хадисом. Хвала Аллаху, который накормил, то есть наделил нас этой едой, напоил, то есть наделил нас этой водой, сделал еду легко усваиваемой. Что же это означает? То есть сделал организм переваривающим. Но бывает так, что организм ничего не переваривает. Представьте себе человека, миллионера, который строит большую виллу, и у него работают там рабочие. Он приходит к ним и устраивает для них большое угощение. Проявляя скромность, он садится поесть вместе с ними. Они сели и едят. Он угощает их различной едой: мясом, рыбой, сладостями, фруктами и так далее. Сам же, сев с ними, ест только хлеб с сыром, без соли. Свят Аллах. Ему говорят: возьми, поешь мясо. Он говорит: нет, я не могу это есть, у меня артрит. Если я поем, то заболею. Ему говорят: возьми сладкий плов, поешь. Он говорит: нет, я не могу есть плов, у меня диабет, если я поем, то могу умереть. Ему говорят: возьми фрукты, он говорит: нет, у меня соли, если я поем соленые, то умру. Свят Аллах. Бедные сидят, едят все, что лезет, съедают все это. Посмотрите, несмотря на их бедность, Аллах устроил для них пропитание во всей этой еде. И несмотря на богатство, Аллах не устроил для него пропитание во всей этой еде. Кто же дающий пропитание? Поистине Он. Аллах благословен, Он Всевышний. Хвала Аллаху, который накормил, напоил, сделал еду легко усваиваемой. Сделал еду легко усваиваемой, то есть сделал организм переваривающим еду и сделал для нее выход. Как-то пришел человек к халифу, а халиф как раз попросил воду. Этот человек сказал: можно вопрос, прежде чем вы выпьете? Он ответил: спрашивай, только быстрее. Человек спросил: если вас лишить этой воды при этой жажде, за сколько бы вы купили этот стакан воды? Тот ответил: за полцарства. После того, как выпил, человек спросил: а если бы эта вода задерживалась в тебе, сколько бы ты отдал за то, чтобы вывести ее? Он ответил: все мое царство. Человек сказал: в таком случае ваше царство не стоит мочеиспускания. Дорогие телезрители, мы представляем вашему вниманию эти этикеты еще раз. Первый этикет. Сказать во имя Аллаха в начале питья. Это для тех братьев, которые записывают эти этикеты. Сказать во имя Аллаха в начале питья. Второй этикет. Пить сидя. Третий этикет. Не дышать в сосуд. Четвертый этикет. Пить правой рукой. Пятый этикет. Пить несколькими подходами. Шестой этикет. Не пить с горлышка бурдюка. Седьмой этикет. Когда выпил, передать тому, кто справа от него. Восьмой. Не пить с сосудов из золота и серебра. Девятый. Дающий пить, пьет последний. 11. Покрывать посуду перед сном. И, наконец, 12. Сказать хвала Аллаху в конце питья. Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал нашу встречу благой и благословенной, и хотел бы закончить эту передачу мольбой. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رفعنا أكف الضراعة إليك وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا. دعوناك بأكف ملطخة بالذنوب والمعاصي والخطايا، وأنت الحليم الغفور الرحيم الكريم، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.